Растения, как и все живые организмы, также подвержены болезням и атакам насекомых-вредителей. Причин, по которым растения заболевают, множество. В лаборатории, которая относится к отделу Россельхозцентра, выявляют патологии посевного материала. Сюда поступило новое оборудование. Болезням подвержены все живые организмы, и речь идет не только о людях и животных, но и о растениях. В свою очередь это опасно для людей, в чем рационе присутствует много растительной пищи. В этой лаборатории, которая относится к отделу семеневодства, выявляют патологии посевного материала. В 2015 году была открыта современная ПЦР-лаборатория, оснащенная микрочиповым аппликатором и другими соответствующими приборами. Как нить Ариадны из мифа о Тесее, сверхточное оборудование помогает специалистам распутывать сложную структуру строения семян и плодов на предмет патологии. Проверке подвергаются разные сельскохозяйственные культуры, включая самые распространенные в регионе – картофель и кукурузу. Анализ лучше всего проводить при закупке семян для их дальнейшего развития и качества. Также в области семеноводства дополнительно была добавлена работа в исследовании и определении геномодифицированных организмов в сельхозрастениях, это кукуруза, соя, горох, и другие растения. Главная особенность ПЦР-лаборатории в том, что на Северном Кавказе это единственное место, где есть необходимое оборудование для проведения точных анализов. Исходя из этой уникальности, руководство Россельхозцентра заключило важное соглашение. Недавно нашими филиалами были подписаны соглашения с другими регионами о сотрудничестве проведения на исследования ГМО, и бактериальные, и вирусные. Это Чечня, Кабарда, Северная Осетия. Профилактика – панацея от многих проблем. Несмотря на то, что услуги лаборатории не бесплатны, для наших сельхозпроизводителей это большое подспорье – выявление непригодного посевного материала на ранних стадиях, а следовательно и в повышении урожайности. Хаджимурат Плиев, Ислам Хамхоев, Дани Тимурзиев, Вести Ингушетия.